Турция не признает аннексию Крыма России и поддерживает инициативу руководства Украины по созданию крымской платформы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган во время визита в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского. Как стало известно, по итогам визита Турция окажет поддержку в строительстве жилья для крымских татар, вынужденных переселенцев. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что Украина и Турция имеют общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них. О чем договорились президенты Украины и Турции, как Анкара готова поддержать Киев в условиях агрессии России и как реагируют на активизацию украинско-турецкого сотрудничества в Москве. Обсудим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Традиционно напомню, что с 8 до 9 утра и с 18 до 19 с понедельника по пятницу мы работаем в прямом эфире. В эти промежутки времени у вас есть возможности к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И 044 490 29 05 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Есть под трансляциями чаты, и у вас есть возможность в чатах оставлять свои комментарии. Будут по теме, обязательно будем их в нашем эфире озвучивать. Итак, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию. По итогам его встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом прозвучали несколько заявлений. На сайте президента Украины обнародована совместная декларация 9-го заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой республикой. Мы же в нашем эфире сосредоточимся на тех заявлениях, которые прямо или косвенно касались Крыма. Итак, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган подтвердил, что Анкара не признает аннексию Крыма России, и подтвердил планы Турции принять участие в инициативе «Крымская платформа», которая должна заработать в этом году уже. Да, первый саммит анонсируют на 23 августа. Давайте послушаем, что сказал Реджеп Эрдоган. Турция поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы в очередной раз подтвердили непризнание аннексии Крыма. Мы также заявили о своей поддержке Крымской платформы, цель которой – объединение украинских земель. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для крымских татар и всей Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместного выступления перед прессой поблагодарил турецкого коллегу за готовность присоединиться к Кримській платформі. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Президент Украины также обсудил с президентом Турции вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе. По словам Зеленского, далее цитата: «Видения Киева и Анкары совпадают как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы». Конец цитаты. Стороны отметили, что договорились продолжать стратегическое партнерство, в частности в сфере обороны. При этом Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной промышленности, цитирую, ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран. Конец цитаты. Согласно сообщению на сайте Офиса президента Украины, Владимир Зеленский также рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и о том, что продолжается милитаризация России Крыма. В рамках визита украинской делегации в Турции стороны подписали соглашение, предусматривающее помощь турецкой стороны в строительстве жилья для представителей крымско-татарского народа, имеется в виду крымские татары, которые были вынуждены уехать из Крыма в связи с началом аннексии Крыма России. На такую поддержку со стороны Турции обратил внимание в рамках своего публичного выступления и сам президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Учитывая наши исторические связи, мы видим своим обязательством поддержать повышение стандартов жизни для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину. Я рад, что Турция и Украина едины в этом вопросе. У нас есть проекты строительства жилья и мечети для наших братьев крымских татар.
Вот если уже смотреть на детали этих договоренностей, то речь идет о безвозвратной помощи, которую предоставляет правительство, простите, Турции путем строительства жилья для представителей крымско-татарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир, в Николаеве 200 квартир, в Херсоне 200 квартир и в Киеве 100 квартир. Это сообщение с сайта президента Украины. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире с 18 до 19:00. У вас есть возможность или звонить к нам в эфир, или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Вижу, что уже много комментариев. Постараюсь процитировать то, что по теме. К нам же присоединяется в эфир Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа. Мустафа Ага, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю от частного к общему. Вот упомянутое жилье, которое должно появиться в Херсоне, Николаеве, Киеве, насколько это острая проблема, да, и насколько вот поддержка Турции в этом вопросе Украины важна? Ну, вопрос об обеспечении жильем наших соотечественников, которые были вынуждены после оккупации покинуть Крым, мы начали вести переговоры еще в 2014 году по свежим следам, сразу, когда первые тысячи людей хлынули из Крыма в материковую часть Украины. Тогда речь шла о тысячах квартир, которые, тогда премьер-министром был Ахмед Давутоглу, с ним вели переговоры и согласовали этот вопрос. Но у турецкой стороны было условие такое: вы предоставляете нам землю, где вы считаете правильным, а мы обеспечиваем строительство этого жилья. Вот с этого времени мы занимаемся вопросом земли. Никак землю нам не выделяют. Последнее то, что это уже было 16 октября прошлого года, мы в Стамбуле опять-таки вместе с Зеленским встречались. А до этого 3 февраля прошлого года было также на совместном заседании стратегического совета было объявлено о 500 квартирах. Вот этих 500 квартирах именно в Херсоне. Это по инициативе нашего президента Зеленского. После этого у нас была отдельная встреча с Эрдоганом. Я сказал, если вот эти 500 квартир в Херсоне вы помимо обещанных 1000, то мы, конечно, не против. Хоть не 500, хоть 5000 строите. Но оказалось, что это в рамках тех обещанных 1000 квартир. Тогда я говорил о том, что в Херсоне практически очень мало крымских татар, тем более в Николаеве. Там всего 28, по-моему, семей. Вынужденные переселенцы в основном в других местах. Где-то в Киеве около 9,5 тысяч человек, во Львове, Харькове, в Одессе, Днепро, и в Херсоне немного. Поэтому мы просили вот эту географию изменить. Вот 16 октября прошлого года, когда мы вели разговор прямо при президенте, президент тоже сказал, что ладно, видимо, надо было бы учитывать мнение самих крымских татар, для кого вообще-то осуществляется вот эта программа. Администрация настояла на своем. Тогда президент сказал, дополнительно к этим 500, тогда я еще добавляю 500, но чтобы эти квартиры были построены там, где считают правильным сами крымские татары. Речь идет в первую очередь о Киеве, конечно, где сконцентрировано наибольшее число наших соотечественников. И опять-таки упирается вопрос о земле. Мы на днях встречались с Клычко, мэром города нашего Киева. Вроде он дал распоряжение искать эту землю. Вот получается так, в течение 7 лет. То есть Турция готова поддержать, но при этом до сих пор вам приходится решать проблемы с землей. Да, я и говорю, слушайте, ведь эта страна готова десятки миллионов долларов потратить на то, чтобы показать нам помощь, а мы, оказывается, не можем найти землю. Вот такая странная ситуация. Дай бог, слава богу, что хоть вот это рамочное соглашение о 500 квартирах уже подписано. Но смотрите, здесь опять-таки концепция. Мы исходим из того, что это жилье никому не должно в собственность передаваться. Если где-то около 90% тех иных национальностей, которые покинули Крым, около 90% не будут возвращаться после деоккупации Крыма, они здесь уже осели, то крымские татары 99% будут возвращаться. Поэтому мы говорим,
Пусть они в этих квартирах, домах, которых построит турецкая сторона, живут временно, а после того, как произойдет деоккупация, мы будем смотреть, есть ли у этих людей жилье в Крыму или нет. Если нет, то возвращается в свое жилье. Если есть, в свое жилье. Если нет, то им будет представляться право продать или обменять на жилье в Крыму. Вот эту концепцию мы тоже опять-таки не смогли убедить администрацию президента. Мустафа Ага, есть еще несколько вопросов, связанных как раз с визитом и встречей Реджепа Эрдогана Владимира Зеленского. Уже не в первый раз Турция сказала, что готова присоединиться, поучаствовать в Крымской платформе, которая в этом году должна стартовать. Ваша оценка роли Турции в этой Крымской платформе? Насколько важно, чтобы Анкара присутствовала на таких переговорах? Это очень важно, конечно, потому что Турция, хотя там население всего в 2 раза больше, чем Украина, у нее экономическая мощь 5 раз превышает валовый национальный продукт Украины. И эта Турция, она имеет самую многочисленную в Европе армию. Это около 400 тысяч человек. Поэтому поддержка вот такой страны для нас, конечно, очень важна. И вы знаете, какую роль сыграла помощь Турции в освобождении оккупированной территории Азербайджана. Хотя, конечно, сравнивать Крым с Азербайджаном не приходится, потому что напротив нас сейчас не такая нищая такая страна, как Армения, а огромная Россия. Но, тем не менее, решительная поддержка этой страны, нашей территориальной целостности, нашего суверенитета имеет чрезвычайно важное значение. Тем более, что Турция в Черноморском бассейне, можно сказать, является лидером. И, кроме того, мы на встрече с Эрдоганом, я его просил, я поблагодарил, конечно, за его такую твердую позицию в отношении Крымской платформы. Мы говорим о том, что это недостаточно, надо, чтобы Турция использовала свое влияние в тех странах третьего мира, исламских странах, чтобы эти страны тоже присоединились к Крымской платформе. Ибо нам непонятно, когда какая-то страна воздерживается и держит позицию нейтралитета. Я не мусульманский богослов, я рядовой мусульманин, но я точно знаю, что когда идет столкновение добра и зла, правды и неправды, справедливости и несправедливости, мусульманин не должен быть нейтральным. Он должен занимать активную позицию. Вот эту позицию я просил именно Эрдогану довести до тех стран, с которыми у них наибольшие ближайшие тесные контакты. И в этом плане у нас, видимо, будут еще до вот этой саммита несколько поездок от исламских стран. И Эрдоган в этом плане тоже обещал нам твердую поддержку. Мустафа Ага, вот вопрос, который частично поднимался на встрече Владимира Зеленского и Реджепа Таyyипа Эрдогана. С одной стороны, президент Турции напомнил о том, что Турция поддерживает строительство мечети в Киеве, была информация ранее об этом. С другой стороны, мы видим, что российские власти строят большую мечеть в Симферополе и заявляют о том, что турецкие мастера будут приезжать и работать на вот этой мечети в Симферополе. Что вам известно об этом? И обсуждали ли вы вот такое вот сотрудничество, возможно, на частном уровне, но все же между Турцией и Крымом, который находится под контролем России? Во-первых, по поводу строительства мечети, соборной мечети в Симферополе. В течение 7-8 лет мы добивались выделения земли для строительства этой мечети. Вот эти шовинистические, пророссийские власти автономной республики Крым еще при Украине нам наотрез отказывали. И подключали и президента, и ничего не помогало. И, наконец, в 2011 году все-таки это удалось нам это сделать, выделили землю, и только начали подготовительную работу к строительству, это уже началась оккупация. Что касается участия Турции, они действительно первоначально полностью финансировать должна была турецкая сторона эту строительство этой мечети, но поскольку произошла оккупация, Турция, разумеется, отказалась. Сказала, что мы на оккупированной территории не работаем. По поводу того, что они там какие-то священнослужители приезжают, встречаются там марионеточным муфтием, который находится сейчас в оккупированном Крыму. Они говорили так, я разговаривал с главой Духовного управления Турции.
Они сказали, что у нас твердая инструкция есть, что никому из сотрудников духовного управления нельзя ездить в оккупированный Крым. Но, тем не менее, частные лица приезжают, видимо, там Россия им хорошо платит. В том числе мы недавно получили информацию о том, что какие-то там архитекторы, скульпторы тоже работают. Мы по этому поводу снова обращались через посла Министерства иностранных дел, чтобы разузнать, в чем дело и почему вот эти люди там находятся. Пока точного ответа мы не получили, но я знаю, что работа по выяснению этих лиц турецкой стороной ведется. Поняла, спасибо вам большое. Это был Мустафа Джемилев, депутат Верховной Рады Украины, лидер крымско-татарского народа. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы говорим сегодня об итогах визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и встречи с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом. В частности, интересную информацию озвучил Мустафа Джемилев о том, что вот с одной стороны Турция заявляет о готовности поддержать строительство нового жилья для, в частности, крымских татар, вынужденных переселенцев, но вот по словам Мустафы Джемилева, очень много еще вопросов по поводу того, чтобы добиться непосредственно выделения земли под строительство такого жилья. Поэтому я призываю те стороны, которые, возможно, причастны к этому процессу, отреагировать на заявление Мустафы Джемилева. Если у вас есть какие-то замечания, то вы можете написать в редакцию Крым Реалии, чтобы мы ваше мнение тоже по этому поводу представили потом в расшифровке нашего эфира. Стоит отметить, что есть уже вот реакция из Крыма и из России на визит Владимира Зеленского в Турцию. Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям подконтрольного России парламента Крыма Юрий Гемпель выразил сожаление в связи с позицией Реджепа Таyyипа Эрдогана по поводу Крыма и добавил, что турецкий президент должен побывать на полуострове. Есть заявление также от депутата Госдумы России из аннексированного Крыма Руслана Бальбека. Он сказал о том, что якобы, по версии Руслана Бальбека, Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский. Конец цитаты. Но еще один депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Михаил Шеремет сказал о том, что стоит подумать над тем, далее цитата, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность. Конец цитаты. Сделаем небольшую паузу, продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Я задала вопрос вам вот под нашей YouTube-трансляцией. Что думаете об активизации сотрудничества между Украиной и Турцией? Как Анкара может повлиять на решение крымского вопроса? Несколько ваших ответов под нашим YouTube. Пишут о том, что, ну вот мнение нашего слушателя, процитирую. Думаю, что на все военные объекты уже наведено соответствующее оружие. За 10 минут ситуация может измениться на полуострове коренным образом. Вот такое вот мнение. Зеленский просто знакомится понемногу, Анкара не может никак повлиять. Пусть спокойно пускает США в Черное море, этого будет достаточно, пишет наш слушатель. Если вы имеете в виду, пишет мне слушатель Елена Римовская, решение крымского вопроса в плане возвращения Крыма Украине, то ни Турция, ни любая другая страна никак не может повлиять. Вот такие вот мнения. Вижу много комментариев, постараюсь все цитировать. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня говорим о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, о встрече с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом. К нам присоединяется в эфир украинский политолог-международник Евгения Габер. Евгения, добрый вечер. Добрый вечер. Вот нынешняя встреча Зеленского и Эрдогана, это, если я не ошибаюсь, уже 4-я встреча, да, с момента вступления президента Украины на должность. Можно ли сказать, что действительно речь идет об активизации украинско-турецкого сотрудничества? И если да, то почему? Да, безусловно, мне кажется, что можно говорить об активизации и, более того, об изменении основного вектора сотрудничества между Украиной и Турцией, потому что, несмотря на то, что стратегическое партнерство у нас с 2011 года, но во многом эти отношения оставались на протяжении длительного времени более торгово-экономическими отношениями, какими-то такими культурными, в сфере гуманитарных, социальных проектов развивались.
Турция стала крайне важным партнером для Украины именно в сфере безопасности, безусловно, после 2014 года, после начала агрессии России, после незаконной аннексии, оккупации Крымского полуострова, потому что в регионе это, безусловно, ключевой для нас партнер, и это реальный противовес присутствию, в том числе и военному присутствию Российской Федерации. Для Турции Украина тоже становится гораздо более важным партнером и союзником, потому что, учитывая весь спектр отношений официальной Анкары с другими странами, с партнерами по НАТО, с Европейским Союзом, со сложной геополитической ситуацией в регионе, где во многих странах продолжаются конфликты, гражданские войны, замороженные конфликты, которые больше не являются таковыми. Безусловно, для Турции важно укреплять и свой оборонно-промышленный комплекс, и развивать отношения с Украиной как тем партнером, который не является токсичным и в отношениях с которым практически нет каких-либо серьезных политических или военно-политических проблем. Я вижу, что у нас и под YouTube, и под Facebook трансляции есть комментарии такого рода, что Эрдоган, это сейчас приблизительная цитата, работает на два фронта, и в России, и в Украине. И тут можно вспомнить, несколько есть таких комментариев, можно вспомнить о том, что Турция не присоединилась к санкциям Запада, да, связанным, в частности, с аннексией Крыма, с агрессией на Донбассе. Мы также знаем, что США ввели против Турции санкции за то, что Турция купила у России ракетные комплексы. Как вы можете прокомментировать вот такую ситуацию, когда действительно, в некоторые поступки Анкары не совсем однозначны? Я думаю, что Анкара работает не на два фронта, на российский и на украинский. Анкара работает на турецкий фронт и правильно делает, потому что прагматизм – это, в принципе, основа здоровой любой внешней политики. И это касается не только, кстати, России и Украины. Анкара точно так же сотрудничает и с Саудовской Аравией, и с Катаром, точно так же сотрудничает и с Индией, с Пакистаном, и по многим другим направлениям. Мы видим, когда одновременно Турция пытается поддерживать отношения с теми странами, которые находятся по разные стороны баррикад в различных конфликтах. То же самое касается, кстати, Грузии и России, и так далее. Официальная позиция Анкары состоит в том, что, во-первых, необходимо выступать всем странам за инклюзивный диалог, где все могли бы иметь возможность высказать свои позиции. И, безусловно, говоря о России и Украине, мы не можем сбрасывать со счетов важность и значимость России для Турции по многим направлениям. По энергетическому, по экономическому, по туристическому потенциалу, безусловно, по привязке к действиям России в Сирии, в Ливии, в других региональных конфликтах, где Турция не может позволить себе не сотрудничать с Россией. Другое дело, что я бы не говорила о какой-то дружбе и глубинном стратегическом партнерстве и доверительных отношениях, но интересы турецкие, там, где требуют сотрудничества с Российской Федерацией, безусловно, это сотрудничество присутствует. При всем при этом есть те красные линии, которые Анкара никогда не переступит, и в частности это момент непризнания незаконной аннексии и оккупации Крымского полуострова. То есть здесь, поэтому, собственно говоря, все эти заявления с российской стороны и звучат постоянно о том, что Эрдоган говорит то, что хочет слышать Зеленский и так далее, потому что это очень раздражает Россию, но при этом позиция Турции остается неизменной, особенно то, что касается поддержки крымских татар и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Один буквально вопрос, он касается разговоров, да, которые продолжаются на протяжении последних нескольких недель. Они связаны с сосредоточенностью российских войск вблизи украинских границ. В частности, это украинские войска возле админграницы между Крымом и Херсонской областью. Вот если гипотетически мы представляем, что действительно присутствует эскалация агрессии России против Украины, Россия, возможно, наступает, да, на украинские территории, чью сторону в этой ситуации займет Турция?
Я думаю, что если мы говорим о военном театре, о театре военных действий, Турция не будет занимать ничью сторону и принимать участие непосредственно в боевых действиях, если таковые будут. Но, безусловно, Турция будет играть важную роль в дипломатических переговорах, будет стараться выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом и призывать все стороны к деэскалации, к мирному урегулированию конфликта и способствовать решать те вопросы, где она может решить. Также у нас было с помощью Турции в освобождении политических пленных политичных бранцев Кремля, в том числе крымских татар. Также у нас было в предыдущих случаях эскалации ситуации и на востоке Украины, и в Керченском проливе. Никогда Турция открыто не, поддерживает военным каким-то путем какую-то из сторон, безусловно, потому что это противоречит принципу внешней политики Турции. Но то, что то, что называется shuttle diplomacy, вот этой дипломатии челночной, то есть переговоров одновременно и с украинской стороной, и с российской, то, что Турция будет принимать активное участие, в этом нет сомнения. И то, что здесь это наш партнер и союзник, который будет озвучивать правильные для нас сигналы, у меня тоже сомнений нет. Поняла, спасибо вам большое. Это была Евгения Габер, украинский политолог-международник. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим сегодня об итогах визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. Было несколько заявлений, связанных в частности и с Крымом. Несколько ваших комментариев под YouTube-трансляцией пишут вот о чем. Война высоких технологий – это не парад победы на площади Нахимова, пишет слушатель под YouTube-трансляцией. Пишет одна слушательница, пишет: не верьте туркам, а другая слушательница пишет: турки из-за крымских татар на все пойдут. Напоминаю, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Я напомню, что Турция является стратегическим партнером Украины. Согласно стратегии нацбезопасности Украины, Турция уже оказывает поддержку украинской армии. С 2016 года турецкая компания поставляет для украинской армии средства связи, а в 2019 году армия Украины получила из Турции ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар», которые очень часто фигурируют на страницах российских интернет-изданий, в частности. Вот это такая какая-то очень популярная тема в российских СМИ. Стоит отметить также, что по итогам встречи Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана осенью прошлого года, то было объявлено о том, что Украина и Турция планируют совместно строить не только беспилотные летательные аппараты, о которых я упомянула, но и боевые корабли, а также турбинные двигатели. К нам присоединяется в эфир российский политолог-востоковед Михаил Магид, обозреватель агентства «Росбалт». Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Вот такое сотрудничество Украины и Турции, в частности, в сфере оборонной промышленности, вызывает ли это обеспокоенность России? Конечно, безусловно, это для России является проблемой, потому что существует очевидная напряженность в отношениях России и Украины. И, конечно, Россия не может не обращать внимания на эти факты, тем более, что Украина получает турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые себя очень эффективно зарекомендовали во всех практически войнах, которые вели союзники Турции против союзников России. И в Ливии, и в Сирии, когда турецкие войска вступили в конфликт с силами Асада, российского союзника, и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, когда турецкие беспилотники «Байрактар» использовались на стороне Азербайджана и сыграли важную роль в победе Азербайджана над пророссийской Арменией. И сейчас Украина не только получает «Байрактары», Украина совместно с Турцией строит новый беспилотник, он называется «Акин-G», и, вероятно, это партнерство будет развиваться, и это, конечно, для России чувствительная тема. Если мы говорим о российско-турецких отношениях, как их можно охарактеризовать на данном этапе? Это отношения партнеров, отношения держав, которые
одновременно включает в себя и партнерство, и соперничество. Причем ситуация в чем-то похожая, потому что в последние, условно говоря, может быть, 10 или 5 лет Россия очень активно говорит о том, что она, что называется, встает с колен, она расширяет свои внешнеполитические интересы, Россия активно присутствует на Ближнем Востоке, соответственно, Россия включена в конфликт в Украине. И очень похожая ситуация с Турцией. Турция тоже осуществляет активную внешнюю экспансию, военно-политическую экспансию, причем в ряде случаев в тех же регионах, где присутствует и Россия, то есть в Ливии, в Сирии и на Южном Кавказе. И в этом смысле интересы стран сталкиваются. Поэтому существует одновременно и партнерство, и определенного рода противостояние. Это достаточно сложная и достаточно острая, может быть, временами болезненная ситуация. И процитирую два комментария таких у нас под Facebook-трансляцией. Мне кажется, они связаны. Один слушатель пишет: сейчас Турция принимает массу туристов из России, а местные турки сидят дома и выйти нельзя на улицу. Строгий карантин только для местных, а русские гудят день и ночь без масок. И вот еще какой один комментарий. Для Турции Россия золотая жила. Они никогда не пойдут против России. Много интересов завязано. Михаил, вот как вы считаете, действительно ли Турция и Россия и дальше будут продолжать балансировать вот то, о чем вы упомянули, да, что это такие сложные отношения? Или, возможно, что-то может стать триггером для того, чтобы эти отношения, предположим, ухудшились? На мой взгляд, это достаточно опасная ситуация. У вас много говорили сейчас о том, что развивается партнерство Турции и Украины. Это правда, и это не только партнерство в военно-промышленной области. Сейчас товарооборот Украины и Турции – это около 4 миллиардов долларов. Но не надо забывать, что товарооборот Турции и России – это около 20 миллиардов в прошлом году, а до пандемии это было 26 миллиардов. Причем Россия участвует в крупнейших инфраструктурных проектах, связанных с Турцией. Это и газопровод «Турецкий поток», и строительство атомной станции в Акую, да и поставки Турции современной ракетной техники С-400. Поэтому, конечно, экономическое партнерство с Россией – это очень важная тема. И эта тема в значительной мере купирует, смягчает внешнеполитические противоречия между двумя странами. Но другое дело, что, как я уже сказал, Турция и Россия находятся в ряде случаев в довольно конфликтных отношениях. С одной стороны, например, в Сирии существует партнерство между двумя странами, а с другой стороны, периодически происходят конфликты между турецкими войсками и, с другой стороны, силами Асада, пророссийскими. И этот конфликт приобретает военное измерение. И, конечно, в таких случаях возникает угроза столкновения прямого уже России и Турции. И, безусловно, эта ситуация достаточно опасная. И, кроме того, современная Турция, она находится на распутье, потому что президент Эрдоган ждет, какую позицию в отношении Турции займет администрация Джо Байдена. Турция уже делает определенные сигналы, посылает определенные сигналы, что она, в общем, готова занимать более проамериканскую позицию, и она готова занимать позицию, направленную на сдерживание России. Даже некоторое время назад Эрдоган обратился с письмом в авторитетное издание Bloomberg, где он намекает на то, что неплохо бы сместить режим Асада в Сирии, и что он готов в этом плане сотрудничать с Западом. И это довольно серьезный вызов России. Но, с другой стороны, администрация США пока довольно прохладно себя ведет по отношению к Эрдогану.
Байден, в общем, его игнорирует. И действительно недавно были введены экономические санкции американские против Турции за то, что она купила российские ракеты С-400. И поэтому возможно совершенно другое направление политики Эрдогана. Он может, наоборот, пойти на сближение с Россией. Эрдоган постоянно маневрирует между Россией и Соединенными Штатами. Если он видит, что к нему прохладные отношения в США, он сближается с Россией. Если он видит, что у него напряженность возрастает в отношениях с Россией, он сближается с Соединенными Штатами. В действительности Эрдоган защищает, как тут совершенно уже справедливо у вас говорили, свои собственные интересы вот с помощью такого маневрирования. Тем не менее, возможно, что в ближайшие где-то полгода произойдут определенные изменения, стратегические изменения. И это зависит от того, какую позицию займет Вашингтон по отношению к Турции. Это очень важный вопрос. Поняла, спасибо. Это был Михаил Магид, российский политолог, востоковед. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня говорим о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Об итогах этого визита прозвучало несколько заявлений, связанных в частности и с Крымом. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Цитата. «Турция, воюя с российской гибридной агрессией, одержала победы в Сирии, Ливии и Карабахе. Она будет мощным союзником для деоккупации Крыма, а тем более там проживает братский ей крымско-татарский народ». Ага, пишут еще вот что Турция стратегический партнер Украины, их байрактары в любом случае, в любом количестве, простите, а от нас ракетные авиационные двигатели, пишет наш слушатель. Напомню, что по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию было заявлено, в частности, о том, что Турция не поддерживает, не признает аннексию Крыма России, что Турция присоединится к инициативе «Крымская платформа», первый саммит, который должен состояться в этом году. Кроме того, Турция намерена поддержать крымских татар, которые нуждаются в жилье, да, в условиях вынужденного, да, переселения в связи с аннексией Крыма России, то есть речь о строительстве жилья на материковой части Украины. Также речь шла о том, что Украина и Турция продолжают сотрудничество в оборонной промышленности, а также президент Украины Владимир Зеленский сказал следующее, что то, что касается вызовов в Черноморском регионе, видения Киева и Анкары совпадают как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы. К нам присоединяется в эфир политолог-международник из Турции Архан Гафарлы. Архан, добрый вечер. Добрый день, здравствуйте. Если говорить вот как раз непосредственно о Черноморском регионе, предлагаю с этого начать, то действительно ли здесь совпадают восприятия вызовов, которые есть в Черноморском регионе между Украиной и Турцией? Согласны ли вы с тем, что сказал Владимир Зеленский? Как для себя Турция видит вот эти угрозы? Ну, можно сказать, что да, это правильно. Совпадают интересы Украины и Турции в Черноморском бассейне в вопросах безопасности, потому что оба страны, я думаю, что не заинтересованы в напряженности и милитаризации Черного моря. Турция и Украина похожи подходы геополитические в этом вопросе. И совпадает в том, что и Турция, и Украина, то есть Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. То есть в этом тоже совпадают эти интересы. Вот можно на двух словах вот так сказать, что да, они совпадают. Особенно в вопросе милитаризации Черного моря. Вот я у вас об этом хотела спросить. Я вижу у нас комментарий под YouTube-трансляцией. Крым захватили, чтобы сделать военную базу. Мы часто здесь в нашем эфире говорим о данных, которые подтверждают, что милитаризация России и Крыма растет. В Турции воспринимают ли вот тот факт, что в Крыму становится все больше и больше российских военных, российского оружия, как определенную угрозу? Ну да, можно сказать, что так. Для Турции это как геополитическая угроза, это вопрос безопасности, милитаризации Крыма и также региона. То есть Турция против такой милитаризации и думает, что вот милитаризация, особенно со стороны России, поднимает напряженность в регионе. То есть страны, которые соседуют с Черным морем с Россией, начинают чувствовать угрозу, особенно бывшие постсоветские страны. И для балансировки ситуации Турция
развивать свои стратегические отношения с этими странами, не только, то есть Грузией, Украиной, Румынией, Болгарией. Но все равно это не помогает, мы так видим, потому что вот идет подъем милитаризации со стороны России. И я думаю, что в ближайшем будущем Турция и эти страны, то есть не Россия, а другие страны, должны вот больше развивать отношения, и военные отношения в регионе для балансировки сил в регионе. Еще один комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Много комментариев. Действительно, такая тема интересная для наших слушателей. Пишет наша слушательница. Турция скорее будет сотрудничать с Россией, чем с Украиной, потому что это для Турции выгодно. Архан, стоит ли вообще для Турции вопрос выбора между тем, с кем сотрудничать, с Украиной или с Россией? Насколько это взаимоисключающие партнеры? Ну, Турция заинтересована, так скажем, добрососедских отношений с Россией. Турция историческая память и вот отношения. Понятно, что как Турция страна НАТО невозможно развивать стратегические отношения с Россией. Нужно просто удержать вот добрососедские отношения. И с Украиной также. Но Турция признает территориальную целостность Украины, поддерживают в этом и развивают стратегические, военные, экономические отношения с Украиной. То есть все-таки Турция хочет стараться сбалансировать. Потому что если не сбалансируется со стороны Турции в отношениях с Украиной и Россией, то в таком случае поднимается напряженность. И эта напряженность вредит в Черноморскому бассейну, вредит, то есть балансу, который она была после холодной войны между Россией и Турцией. То есть милитаризация со стороны России региона, это очень сильно вредит военно-стратегическим планам России, Турции. Архан, еще один буквально вопрос. Да. Один вопрос хочу успеть вам задать еще. Что касается возможностей Турции в плане давления на Россию в вопросах Крыма. В частности, важный вопрос – это освобождение тех крымчан, которых Украина считает политузниками. В свое время Анкара помогла освободить Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова. И вот в этом вопросе изменилось ли что-то? Да? Может ли Турция здесь сделать что-то и помочь Украине освободить крымчан? Ну, знаете, крымский вопрос – это не только внешнеполитический вопрос для Турции. Она также внутреннеполитический вопрос, потому что больше миллиона проживает крымчан, которые переселились еще во время холодной войны, до холодной войны, то есть до Первой мировой войны. То есть здесь очень сильная диаспора крымская. То есть это не только внешнеполитический, но и внутриполитический вопрос. И еще, так скажем, националистический дискурс сегодняшнего правительства, то есть вынуждает вести эти переговоры с Россией, и также в будущем, если будет возможность, если будет какой-то внешнеполитический торг, то я думаю, что Турция постарается, чтобы освободили политзаключенных в Крыме. Поняла, спасибо. Это был Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы обсуждали сегодня визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, встречу его с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом. По итогам этой встречи, в частности, было заявлено, что Турция, как и раньше, не признает аннексию Крыма России и, как и раньше, планирует участвовать в инициативе «Крымская платформа», которая должна заработать в этом году. Предварительно на 23 августа запланирована вот первая такая международная встреча, инициированная Украиной непосредственно в отношении решения крымского вопроса. Можно здесь для баланса вспомнить свежее заявление российской стороны по поводу Крымской платформы. Не так давно, в марте этого года, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Крымскую платформу нелегитимной. Тем не менее, в украинском
украинского руководства, постоянно со стороны украинского руководства звучат заявления о новой стране, которая присоединилась к этой инициативе, которая намерена принимать участие в этих переговорах, что, вероятно, лишний раз доказывает то, что, как и прежде, большинство стран мира в данном вопросе на стороне Украины и не признают аннексию Крыма Россией. Много ваших комментариев. Вижу, что тема вам интересна как минимум, потому что даже не все комментарии успела прочитать. Прозвучали у нас заявления сегодня и относительно того, как удается Турции балансировать между Россией и Украиной вот в ситуации, когда Россия аннексировала Крым, вторглась на Донбасс, как удается поддерживать сотрудничество. Озвучили наши комментарии, наши гости свои комментарии. К нам присоединялся в эфир лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, который рассказал со своей стороны, как выглядит вот этот самый процесс будущего строительства жилья для крымских татар, который поддерживает Турция. Будем и дальше следить за ситуацией. Спасибо вам за то, что активно принимали участие в нашем эфире онлайн. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.